Все мы знаем, для того, чтобы вылечить пациента, необходимы лекарства. Но самое первое и важное лекарство – это слово. Как говорил великий русский медик Бехтерев, если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. Доброе слово лечит душу. Кстати, когда в России говорят «здравствуйте», не только приветствуют, но и желают здоровья. А когда произносят «спасибо», желают, чтобы Бог спас человека. Наряду со «спасибо» говорят «благодарю», что значит «дарю благо», «добро». Прощаясь, люди говорят «всего доброго» или «всего вам хорошего». Ну, все мы задумывались, почему в России люди пишут слова такими странными буквами. Почему алфавит не похож на многие другие? Русский алфавит называется кириллица. Кириллицу создали два брата – Кирилл и Мефодий. Поэтому алфавит и назван в честь одного из них. В память об этом событии 24 мая празднуют День славянской письменности и культуры. Этот день связан с важным событием в истории России – появлением русского алфавита и первых книг на русском языке. Кирилл и Мефодий – величайшие люди своего времени. Старший из братьев Мефодий выбрал военную карьеру и добился больших успехов, но потом ушел в монастырь. А младший брат Кирилл был ученым, знал грамматику и астрономию, геометрию и философию, музыку и арифметику и изучил более 6 языков, в том числе греческий, арабский, еврейский и славянский язык. Однажды Кирилл и Мефодий отправились в увлекательное путешествие, но не для того, чтобы стать известными или богатыми, а для того, чтобы распространять добрые знания и христианскую веру. Прибыв в славянские земли, Кирилл и Мефодий создали письменное начертание звуков, которые произносили люди. То есть ученые братья придумали буквы и начали переводить на русский язык многие тексты. Так в России появились книги, и уже в следующем веке книги о медицине. Таким образом, через слова распространились многие ценнейшие знания, накопленные греческими врачами, и помогли вылечить тысячи людей. Слово спасало жизни. Но и сам по себе русский алфавит или азбука обладает большой силой. Русская азбука – уникальное явление среди всех известных способов письма буквами. Азбука отличается от других алфавитов не только практически. Один звук – это одна буква, но и по смыслу. Каждая буква в первой русской азбуке не только обозначала звук,
буква обозначала целое слово. Русская азбука – это закодированное послание древности. Азбуки веди. Глагол добро есть. И если мы переведем на современный русский, то получится «Я знаю буквы». Письмо – это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание. Несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. В настоящее время 20 стран мира пользуются кириллицей. В русском алфавите 33 буквы. Вот они. Но не все буквы появились в одно время. Иностранцы не понимают, почему есть одинаковые буквы «я» и «ю». И в каких словах «я» и в каких «ю». Дело в том, что буква «ю» появилась только в XVIII веке. И до сих пор в текстах ее написание вариативно. То есть написано вот так, а читать надо все. Еще одна буква русского алфавита, загадка для иностранца, это «и» краткое. В древнегреческом языке был специальный знак, который обозначал краткое. Он не пишется сейчас. Буква «и» обозначает долгий звук, а «е» краткий. Пожалуй, одна из самых трудно читаемых иностранцами букв русского алфавита – это буква «ы». Ее не было в греческой азбуке. Эта буква пришла в русский алфавит в XIV веке. Сегодня, в День славянской письменности и культуры, мы вспоминаем историю русской азбуки, открываем секреты русских букв и тайну русского слова. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали наш разговор. Слово лечит. В современной медицине даже есть словотерапия. Да-да, лечение словом. Врачи убеждены, что повторяя определенный звук или слово, можно вылечиться от болезни. Ну, а доброе слово и кошке приятно. Изучая русский язык, помните, что слова могут принести вред или пользу. Говорите добрые слова почаще, и добро, любовь и счастье всегда будут рядом.